Открыли Всероссийский съезд учителей математики руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. После приветственных слов и небольшого праздничного концерта был организован круглый стол, участники которого рассмотрели математическую науку как основу развития цифровой экономики и успешной жизни человека в современном мире. Принимаем участие во Всероссийском съезде учителей математики. Мы очень рады, что мы приглашены на такую конференцию, на такой съезд. И самые разные темы, самые разные вопросы поднимаются высшим руководством Российской Федерации. Например, вот сейчас пообщался с ректором Высшей школы экономики, мы недавно там были. И действительно тема математического образования и повышение его качества актуально и в России, и в Абхазии, конечно же. Поэтому мы нацелены на то, чтобы все лучшие подходы, методики в образовании именно математики внедрять и в республике. На конференции обсуждались различные проблемы в обучении детей и подростков. Самым главным и обсуждаемым вопросом стало онлайн-обучение. Мнения присутствующих в зале разделились на «за» и «против» дистанционного обучения. Многие педагоги утверждают, что статистика отличников и хорошистов уменьшилась. Учителя из нашей страны уверены, что для абхазских школ этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Но вся Россия, которые все присутствующие здесь в зале, их много, человек 300, они в один голос сказали, что онлайн-обучение не дает никакой результат, не дает никакие результаты. И поэтому они против онлайн-обучения. Я сама тоже против этого, и поэтому хочется, чтобы 1 сентября мы пошли все в школу, так как мы этого уже давно ждем. После завершения работы круглого стола и обсуждения актуальных тем системы образования на связь вышел министр просвещения России Сергей Кравцов, который ответил на вопросы участников съезда. Министр просвещения проводил через онлайн встречу, и все присутствующие в зале делегаты задавали ему вопросы. Я хотела, чтобы мы провели вот такой формат в Республике Абхазия и выразили тоже свое мнение. Я думаю, что нас министр выслушает, сделает это все, потому что он уже проводил один раз конференцию, проводил по онлайну это мероприятие, такое мероприятие. Я думаю, что у нас это получится. Геометрия – это не скучно, геометрия – это красиво и полезно, говорит учитель математики и старший методист Московского центра педагогического мастерства Максим Волчкевич. Он поделился своими знаниями с участниками съезда и провел лекцию на тему математики в основной школе. Потому что основная проблема, что что-то делается механически, бездумно, и оно также забывается после этого, и в голове ничего не остается. Это в лучшем случае, а в худшем случае отвращение к предмету. И потом взрослый человек говорит: я так ненавидел эту математику в своей жизни. Это потому что он, на самом деле понятно почему, потому что он не понимал, что делает, и фактически это было такое интеллектуальное насилие над ним. Он это так и запомнил, что это интеллектуальное насилие. К сожалению, этого довольно много. Вот надо, чтобы это было открытие, наоборот. То есть это эмоциональные вещи очень важны. Всероссийский съезд учителей математики 2021 завершит свою работу 18 августа. Аманда Пони, Арина Гухава, Абхазское телевидение.